Дилемма для таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какой трудной ситуации оказались наши соотечественники. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. После подписания указа президента России Владимира Путина о мобилизации воинских резервов, таджикские мигранты оказались на распутье. Они хотят быть гражданами России, либо продолжать работать без такового на российской территории, но воевать не хотят. Люди, уже получившие российский паспорт и достигшие призывного возраста, в замешательстве идти воевать или отказаться от гражданства. Хушрузи Камалидин, 23-летний молодой таджик, окончил университет в России по специальности юриспруденция. 3 месяца назад получил российское гражданство и теперь должен работать в государственных органах. Для того, чтобы работать юристом в следственном органе, я должен пройти военную службу. Я призывного возраста. По закону, даже если я пойду на службу, меня не отправят на войну. Отправят тех, кто уже отслужил. Об этом же говорил Владимир Путин, говорит Хушрус. При этом он надеется, что все закончится и на войну никого не отправят. Положение таджикского мигранта Акмала Рахимова чуть хуже, чем у Хушруза. Он гражданин России и состоит на учете в военкомате. Волнуюсь, у меня 3 детей, и я ищу способ избежать призыва. Единственный выход — уехать из России. Но это тоже сложно. Кроме того, что я буду делать в Таджикистане, говорит Акмал. Еще один мигрант Дилшот Салимов, подавший документы на получение российского гражданства, говорит, что приказ о мобилизации изменил все его планы. Честно говоря, не знаю, что делать. Я приехал получать российское гражданство. Для этого потратил много сил и денег. Теперь, когда почти достиг своей цели, вышел приказ о мобилизации, говорит Дилшот. Он считает, что как только он получит паспорт, его отправят на войну, так как он уже служил в армии в Таджикистане. Как говорят, готовый кадр, и есть большая вероятность, что меня отправят на войну, если война не закончится до того, как будет готов мой паспорт. И натурализованные иностранные граждане будут отправлены на войну. Возможно, обратно заберу свои документы и откажусь от российского гражданства. Никто не хочет умирать, говорит он. Другой мигрант Шерзот Умаров, также подавший документы на российское гражданство, с уверенностью заявляет, что на войну не пойдет и сейчас думает об отзыве документов. Жду, как будет происходить процесс мобилизации. Если всех мигрантов, получивших паспорта, отправят на войну, обратно заберу свои документы. Если будут давление и принуждение, покину эту страну, говорит Шерзот. А как вы относитесь к такому настроению наших соотечественников? Поддерживаете ли вы его? Потому что Таджикистан — мирная страна. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У другого мигранта Фаруха Самиева нет российского гражданства, и он не собирается его получать. Он говорит, что ему известно о деятельности призывного пункта при миграционном центре Сахарова, в котором желающим вступить в российскую армию обещают гражданство этой страны в течение года. Я и мои друзья, работающие в Москве, знаем о призывном пункте для желающих вступить в российскую армию в миграционном центре Сахарова и предлагаемых льготах, но, честно говоря, никто из нас не имеет желания воевать за получение гражданства, сказал Фарух. По его словам, никому не нужно гражданство в обмен на войну. Людей, которые идут в российскую армию за деньги или паспорт, отправят на передовую, и есть большая вероятность, что они могут просто погибнуть. В этом случае не нужны ни обещанные деньги, ни российский паспорт, добавил Фарух. Единственная проблема, которая беспокоит Фаруха и его друзей, это возможное ухудшение экономической ситуации в России и удар по их карманам. Все собеседники самостоятельно ищут пути решения проблемы. Хушрус хочет служить в армии и работать в госорганах России. Акмал намерен работать в России, но не хочет идти на войну. Дилшот хочет найти способ получить паспорт без участия в войне, а Фарух надеется, что война не повлияет на его заработки. К этому следует добавить, что для тех таджикистанцев, у которых еще нет гражданства, еще одной проблемой может стать статья 401 Уголовного кодекса Таджикистана, согласно которой незаконное участие граждан Таджикистана в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет. В связи с этим посольство Таджикистана в Москве и Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана призвали граждан Таджикистана не поддаваться призывам и не воевать на территории иностранного государства. При необходимости мигрантам предлагается обратиться в посольство, консульство и правительство Минтруда на территории России. А как вы думаете, как стоит поступить нашим соотечественникам? Ведь никакой паспорт не стоит того, чтобы пойти на войну в другую страну и убивать людей, которые пытаются защитить свою страну на своей же территории. А люди, которые приходят, становятся агрессорами и берут грех на свою душу. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.